2020 год. Во всем мире активно развивают интернет-сети пятого поколения. А в это же самое время ветхое состояние электросетей до сих пор оставляет желать лучшего в некоторых районах нашей республики. Изношенные провода – это не только слабое освещение в доме, но и риск для здоровья и жизни человека. В этот раз тревогу забили жители улицы Заовражная в городе Сунжа. Азраил Гадаборшев живет в новом микрорайоне Сунжи уже более 20 лет. Он отлично помнит, как люди начинали обустраивать эти земли и сразу же столкнулись с трудностями подведения коммуникаций к своим домам. Если воду и газовые баллоны еще как-то подвозили, то вопрос с электричеством пришлось решать на скорую руку. Здесь люди, как выход, временный выход из этого положения, как попало, поставили деревянные столбы, низкие, высокие, разные. Даже вот КАМАЗы некоторые проезжают, задевают эти провода, бывает замыкание. А эти замыкания приводят к тому, что может быть даже и гибель людей. Частые и сильные ветры на равнинной местности усугубляют и без того плачевную ситуацию. К тому же под проводами с высоким напряжением играют маленькие дети, не осознавая последствий. Жители отмечают, ветхие электросети – это еще полбеды. Как быть со старым трансформатором, который находится в открытом доступе? Трансформатор уже стоит здесь давно, и поэтому он, как бы сказать, опасный. Нужно поставить новый трансформатор или как-то огородить его. Администрация была здесь, обещали сделать. Обещали, сделаем. Именно так прокомментировали ситуацию в мэрии города Сунжа. Глава администрации Хаваш Багаудин Сапралиев не так давно занял свой пост, но уже внес проблему ветхих электросетей в список приоритетных задач на предстоящий год. Хотя земельные участки отводились еще в 2007-2008 году, до сих пор нету налаженной электросети. Тоже мы планируем выйти на МРСК, чтобы они тоже приняли в этом участие. Мы будем данную работу выполнять и приводить в порядок. В регионе уже второй год реализует инвестиционную программу по снижению потерь в сетях филиала Россети Северный Кавказ «Ингушэнерго». Перед ингушскими энергетиками стоит задача заменить ветхие оголенные линии, а также железобетонные и деревянные опоры. Сдвиги уже есть реальные программы, они согласованы на уровне руководства республики, правительства Республики Ингушетия. И есть протокольные договоренности руководства Республики Ингушетия как с Министерством энергетики Российской Федерации, так и с компанией Россети, с руководством компании Россети. Все движется и все идет к тому, что в ближайшем будущем в Республике Ингушетия эти сети однозначно будут приведены в порядок. Программа, рассчитанная на модернизацию и реконструкцию сетей в республике, частично выполнена в Назране и в некоторых сельских поселениях Назранского района. В дальнейшем эта работа будет продолжена, чтобы к 2024 году каждый житель республики мог полноценно использовать такое благо цивилизации, как электричество. Михаил Тангиев, Хаваш Гойгов, Новости 24.